Ассаламу алейкум, братья Киргизии. Только что после плова вот собрались у меня все мы, вот наши братья, старшие братья, все собрались. И буквально, не знаю, сколько часов смотрим только ваши ролики. Таджики убийцы, таджики эти. Если честно, очень больно. Очень больно. Прежде чем говорить, извиняюсь, на русском не очень плохо. Если что-то на русском, то извиняюсь, потому что я на русском мне трудно. Много чего хочу сказать, но привести не могу. Есть некоторые там журналисты, я не знаю, даже блогеры, даже певцы ваши. Все, что есть у вас, вся сила, набросились на нас и говорите, что таджики убийцы, таджики эти, таджики. Потому что мы всегда, когда говорим, не говорим, вот, например, что-то некоторые, или не все вы Киргизии, или чего-то. Поэтому, если честно, мы не хотим войну. И точно знаю, что и вы не хотите, потому что с войны потери. Мы знаем, что говорим. Потому что мы видели войну, и мы знаем, что такое война. И мы знаем, что такое потеря, и мы знаем, что такое материнские боли, и далее, потому что мы сотни потеряли. Поэтому мое обращение к некоторым, которые говорят таджики эти. Выход, давайте откровенно с вами. В истории нету, чтобы таджики напали на кого-то. Вот читайте, изучайте все, что хотите. В истории нету, чтобы таджики напали на кого-то. В исламе, например, в исламе нету нации. В исламе есть только религия. Тот, кто в исламе, все считаются братьям. Поэтому мы вас называем братьям. Не хочу разделить, но именно, которые они таджики говорят, убийцы говорят, какие-то там клевету на нас. Давайте я вам немножко про историю. Входа у здания ООН есть памятники. 4 великих человека. Они таджики. Зайдите, читайте. Мы все, почти Азия, Осио, в мазхабе Абу Ханифа, имам Азам. Он таджик, Аль-Бухари таджик, Сино. И я не знаю, сотни людей, сотни великих людей, которые они привезли пользу миру, исламу и дунью. Они таджики. Мне больно слышать от вас, некоторых, которые тыкаете, убийцы, варвары. Вы нас, не знаю, как-то показываете у других, мы варвары или чего-то. Клянусь, это не так, клянусь. У меня много друзей, киргизов, и я очень уважаю их. И когда всегда наше обращение, я помню, всегда в нашем обращении было, мы всегда говорили братья Киргизии, братья Киргизии. Всегда к уважению был, и всегда призыв у нас был чосул, объединение, миром. И вот некоторые братья мне говорят, вот ты всегда говоришь, братья, вот что натворили твои братья. Когда смотришь, честно, очень больно, показывают это. Вы односторонне смотрите. Будто мы только убивали. У нас тоже сотни такие ролики есть. Просто YouTube, вот то, что Instagram блокирует. Я бы ставил, я бы вам показал, как дети, такие тела, что уже мне до горла. Столько смотрели тело, которые без голов, без ничего, которые ваши беспилотники и всякие эти. Я не буду. Я про политику тоже не буду, потому что я не политик, я не соображаю. И советую некоторым, которые, я не знаю, вы какие-то там певцы, какие-то там блогерши, которые не знаете, что говорить. Хотя у некоторых не понимаем, что говорит, видно, что
у них в руках спичка. У них в руках вот только зажигает. У нас есть великий философ, поэт, который все знают. Он известен в Турции и в большинстве в мире. Мавлоно, Джалалуддин, Балхи и говорят Руми. Мавлоно в одном случае говорит «Мо барои фасле кардан омадем». «На барои фасле кардан». Знаете, многие вы на нас говорите, что во время войны или во время чего-то мы вас дали жилье, мы вас дали лепешку, мы вас кормили, чего-то делали, тыкаете. Это называется по-нашему минат. То, что делаешь, потом всегда напоминаешь, мы делали так, мы вас лепешка дали, мы чего-то. То, что минат, даже собака не кушает его. У нас такое есть. Еще говорят у нас, делай добро и брось в воду. В воду бросай. Делай добро или, говорят один ученый, я стараюсь перевести, то, что делаешь, для себя делаешь. Хоть добро делаешь, хоть зло делаешь. Я помню, всегда мама мне говорила, сынок, когда делаешь добро, сразу забудь. Тарумушкон, сразу забудь. А когда тебя делает добро, никогда в жизни не забудь. Поэтому, уважаемые братья, не надо нам, не знаю, из-за какой-то там кусок хлеба дали когда-то тикать, что мы вас кормили, мы вас чего-то. Я сотни таких примеров веду, но не хочу, потому что мой цель не доказать чего-то, мой цель не чего-то устроить. Я одного боюсь, что в России наши братья, таджики, киргизы, которые работают, чтобы до них не дошло, чтобы там не начали между собой, те, которые работяги, те, которые мигранты, которые за заработком, да, грузчики, которые на стройке работают, чтобы между ними чего-то не строили. Ни в коем случае, я даже обращаюсь к братьям таджикам, ни в коем случае и вам, братья киргизов, потому что я одно знаю, и вы знаете, есть третьи лица, которые всегда делают это. Я не хочу в истории наши дети, вот не знаю, после столетия и далее, это было в истории, чтобы сказали в это время или в этот день, была война, был этот между нами. Много чего хочу сказать. Но знаю, что появляются люди, которые еще на каждым моим словом чего-то ответят. Я еще раз говорю, мой цель не доказать чего-то, клянусь. Вот это мои братья, все. У нас один проект работаем, после плова вот смотрим, и когда на нас таджики, и очень больно. Я думаю, давай камеру включим. Какой-нибудь мирный видеообращение к народу делаем. Это видеообращение к тему, который у них есть разум ума. Потому что для понимающих точка достаточно, а для непонимающих как свечи возле слепого. Если человек поймет, то полслова достаточно. И поймем друг друга. Если нет, то для слепого человека свеча, лампа, это все бесполезно. В мире есть всегда, говорим, два силы. Ум и меч. И всегда побеждает. Это самый дорогой немат. Вот немат. Драгоценный, который Бог нам дал. Это что? Вот. Когда все, что мы делаем, надо использовать. Если делаю, что будет? Если не делаю, что будет? Ну, используйте это. Сердце много чего хочет. А когда делает, когда этот будет работать, потом что? Пушаймони, потом всякие эти. Мы за мир, честно. Вот наше обращение, еще раз говорю, только для объединения. И для тех, которые вот тыкают, таджики, тыкают эту, оту. Клянусь,
Вот Богом клянусь, вы еще не видели войну. Те, которые вот говорите, ла-ла-ла-ла, сидите в диванчике, телефончике. Мы знаем, что такое война, мы знаем, что такое потери. Поэтому мы не хотим, и вам не желаем, и себе не желаем. Пусть Аллах сохранит нас, нашу дружбу. И вот отсюда, вот с хорошим дуа, вот поднимем руки, чтобы не было боли, не было потери. Аминь. Я Раббил Аламин. Удачи вам. Хадафиз.